гостях Мухарбек Пугоев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, и Адам Баркинкоев, начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии. Доброе утро, я рада вас приветствовать в нашей студии. Нашим радиослушателям я напоминаю, что наш номер 55 40 50. Если у вас есть вопросы по теме эфира, обязательно звоните. Вот у меня еще такой вопрос, пока мы говорим еще о водной теме. Как раз таки сотрудниками Минприроды был проведен выезд в Назрановскую городскую больницу, где был установлен факт сброса неочищенных сточных вод. Это где-то полтора месяца назад. Но это недавно, да, было. Это вопрос Адам сейчас ответит, как раз он туда и выезжал. Да, мне кажется, вот как раз-таки ваша фотография на сайте была размещена, поэтому я на вас и смотрю. Вот расскажите, пожалуйста, насколько часто вот такие факты фиксируются в республике, какая работа проводится? Ну, за последние 3 года мы регулярно проводили акции, рейдовые мероприятия в части выявления источников загрязнения водных объектов, в том числе канализационных труб, выведенных в водные объекты. Всего ликвидировано более 140 таких труб. Много раз мы выезжали с НТРК Ингушетии, как раз фиксировали вот эти работы по демонтажу труб. Ну, естественно, каждый раз, когда мы выезжаем, мы сначала проводим предварительное рейдовое обследование, выявляем нарушения, после этого уведомляем уже жителей, что все эти нарушения надо устранить. Если в течение недели эти нарушения не устраняются, тогда уже вместе с администрацией выезжаем и в принудительном порядке все трубы демонтируем. Что касается конкретно вот этого нарушения, по которому у нас была информация, да, мы выехали на территорию, там проблема была в том, что стоки, которые поступали от этой больницы, в Назрановской городской больнице, они поступали в колодец, который на низменности находится. Вот этот колодец, там ситуация такая, что очистные сооружения, они находятся немного выше по уровню от этого колодца, и приходится насосом качать из этого колодца стоки. Как раз в этот момент забился вот этот насос, сломался он, и из-за этого были переливы из этого колодца. То есть вода самотеком стекает в колодец, она переливается. И вот в этот же день водоканал закупил новый насос, они установили его, нарушение было устранено, но при этом, учитывая, что река Назранка, она подлежит федеральному государственному экологическому надзору. Сточные воды-то уже попали в реку, получается, да. Что... Вот, для принятия исчерпывающих мер реагирования мы направили информацию в Северокавказское межрегиональное управление Росприроднадзора. Мы туда выехали, скажем так, из своих патриотических чувств, но фактически меры реагирования и надзорные полномочия на данном водном объекте должен осуществлять федеральный орган. Какую-то другую работу проводите по очистке водных объектов в нашей республике? Ну, это уже в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов. Нами тоже проводится очистка непосредственно прудов. В прошлом году мы начали работу по экологической реабилитации пруда в городе Назрань. В этом году там практически 99% работы выполнено уже. Остался один этап, биологический этап, это посадка кустарников, есть такие кустарники, скумбрии, и посадка многолетних трав. Все остальные работы там полностью выполнены. Также буквально там 2 недели назад подписан госконтракт на выполнение таких же работ на пруду города Карбулак. Уже там подготовительные работы начаты. И данное мероприятие тоже будет, мы планируем его по госконтракту завершить в конце года, текущего года. А так то же самое, те же виды работ. Это очистка ложа водоема, то есть выем поддонных отложений, потом выполаживание откосов, устройство георешеток, засев там, опять же, по последний этап, это биологический этап, посев многолетних трав и посадка кустарников. Также, помимо этого, и на пруду, и в Назране, помимо этого, за счет, есть определенные там договоренности с подрядчиком, что там будет благоустройство. Это не вне проекта, такие виды работ федеральный центр не финансирует, это чисто там обустроить вот пруд города Назрань, возле пруда, там и пляж сделать, и баскетбольную, волейбольную площадку,
скамейки, тротуарную плитку там положить в определенном месте. Уже дизайнерский проект уже разработан, он согласован с администрацией города Назрань. С нами он согласован, то есть вот сейчас все это будет делаться в купе, то, что осталось. То же самое мы планируем сделать и на пруду города Карбула в конце уже. по Ну, завершении получается, работ. что в 2022 году объект будет уже сдан, и жители смогут... Нет, объект будет сдан в конце декабря. Пруд на Карбулак вы имеете в виду? Карабулак, Это конечно. в конце года, уже в декабре, до 30 декабря объект надо сдать. Слушайте, какая потрясающая новость для жителей Карбулака, к которым я тоже отношусь, поэтому, собственно говоря, про Карбулак и спрашиваю. Это очень здорово. Будет где жителям отдохнуть. Если Ну, также благоустроят территорию вместе с площадками, может, какое-то кафе там построят, мне кажется, что жители и гости города будут рады. уже чтобы обустроить, надо предоставить в аренду какой-то определенный участок в рамках природоохранного законодательства, конечно, чтобы там могли и кафешки сделать, и ресторанчики там, или какую-то лодочную станцию. Хотя, кстати, там уже есть предприниматель один, который уже, у него есть там лодочная станция. Лодки он закупил, но это давно было. Но он тоже вот после очистки этого водоема он запустит свой, как бы скажем, свой бизнес на данном водном объекте. Есть такой документ, проектно-сметная документация, которая разработана именно проектной организацией, у которого это на самом деле проект разрабатывался Севкавгидро-проект, Пятигорский институт, 40-летний, у него более 40 лет работает вот этот институт. Есть положительные заключения экспертизы по данному проекту, полученные и на проектную часть изыскания, и на сметную часть. Есть такое ведомство, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, которое формирует те требования, которые необходимо заложить в проекте по экологической реабилитации водных объектов на территории Российской Федерации. Это те виды работ, которые мы включили в проект. Это выемка в первую очередь. Основное то, что там можно заложить в проекте, предусмотреть в проекте, в нашем проекте, если мы участвуем в федеральной целевой программе развития водохозяйственного комплекса. Это было до 2018 года. С 2018 года, после издания 204 указа, вот эта программа как бы перешла в федеральный проект сохранения уникальных водных объектов. Это те виды работ, в первую очередь, это выемка донных отложений, это выполаживание откосов, посадка многолетних трав, кустарников. Деревья нам не позволяют, то есть финансирование Москва не финансирует, Минприрода не финансирует вот такие виды работ. Благоустройство, вот эти скамейки, освещение, 3, 5, 10, это не финансируется, это не профильные работы, которые не относятся к данному федеральному проекту сохранения уникальных водных объектов. Да, госконтракт нами заключен, госконтракт, то есть вот этот тендер, аукцион, он был размещен, там могут участвовать со всей России все, скажем так, что ООО, ЗАО там и другие организации определенных организационно-правовых форм. Госконтракт заключен. Они должны работать в строгом соответствии с проектно-сметной документацией. Помимо этого, есть такое Западно-Каспийское бассейноводное управление. Это территориальный орган Росводресурсов, который тоже еженедельно выезжает на эти объекты, на которых мы работаем. Они тоже проверяют. Да, это уникальный водный объект, поэтому мы со своей стороны пытаемся делать, восстановить, экологически реабилитировать вот эти водные объекты, которые стояли заброшенные. Все, что можно сделать, мы делаем. Вот в прошлом году и в этом году нет ни одного объекта экологической реабилитации в СКФО, кроме Ингушетии. То есть это в прошлом году город Назрань, пруд, и в этом году мы завершаем Назрань и сделаем город Карбулак.
В этом году даже в ЮФО нету таких мероприятий. Понимаете, на самом деле, чтобы защищать эти объекты, чтобы пробивать вот это финансирование из федерального бюджета, это довольно-таки очень сложно. Там надо обосновывать каждую позицию, каждую позицию. Если в проекте, там, соответственно, в проектной части какие-то виды работ или в смете мы их включили, они автоматически требуют, чтобы их исключили из этого проекта, потому что они не профильные, они не проходят. Поэтому вот такая ситуация. Вот этот третий пруд, который мы со своей стороны, который делаем. А так, конечно, и администрация. Вот сегодня администрация города Назрань, там тоже есть такая программа, есть комфортная городская среда. Тоже они привязали к пруду Назрани, тоже там, они тоже будут выполнять по благоустройству вот этого пруда уже по своей части. Но понятно, это не в рамках нашего проекта, не нашей проектно-сметной В любом документации. случае, в рамках В люб- нацпроектов да. можно как-то выбить эти средства. Можно, на да, вопрос есть этой такая территории. программа комфортная городская среда. То же самое, вот сейчас я знаю, тоже вот мы в 2017 году тоже провели такие работы на пруду в городе Сунча. Они вот в этом году то же самое, они тоже благоустраивают. А то, что в прошлом году там сделали, это уже инвестор там сделал благоустройство. Много вот таких детских площадок там поставлены, чтобы могли дети, люди прийти там отдохнуть, посидеть и рыбу половить, ну кто рыбу ловит. Конечно, администрация города Карабулак, мы с ними взаимодействуем, они в курсе, они даже разработали эскизный проект по благоустройству. Еще в прошлом году они разработали этот эскизный проект. Ну, конечно, и инвестор может там вложиться, конечно, может вложиться, благоустроить, сделать какую-то часть работ, чтобы люди туда могли приходить, отдохнуть, посидеть. Никто никому ничто не запрещает. Все, что, главное, чтобы это было все в рамках природоохранного законодательства и все. Но в любом случае приятно, что кто-то вспомнил про этот пруд, потому что все про другие пруды говорят, а про наш Карабулакский ни слова. Хорошо, что Не, вы к знаете, концу вот года- лично я вот в 2017 году, когда я пригласил проектировщиков, мы с ними выехали, как раз начали работы, ну, по топосъемка, геодезические изыскания делаются в первую очередь, так как раз там такие были рыбаки, несколько человек, вот они вот подходят, а что вы делаете, ну вот мы их планируем сделать, вот сейчас будет проектно-сметная документация, мы планируем его экологически реабилитировать, вот такие-то работы будут сделаны, да, они вот, ну, на самом деле говорили, да, это, ну, не будет этого. Не будет этого, будет, если, 2-3 года мы пытались, сделали проектно-сметную документацию, через экспертизу все это пропустили и делают. Сегодня и Назрань делают, и Карабулак сейчас начали, делают. При желании можно сделать. И определенно на это должна быть воля Аллаха. Дал эндали оливи, дал энди аштхаулу жлаташхаммаш. Поэтому вот такая работа нами проводится. Ну, это хорошо. Хорошо, что проводится, потому что дело это нужное. Ну и мы не можем обойти стороной наш любимый мусорный вопрос. Адам, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то сдвиги, позитивные перемены в этом отношении? Ну, позитивные. Самое главное, в 2019 году все уже в курсе, что мы ликвидировали две крупнейшие свалки в республике, это в городе Назрань и в сельском поселении Нестеровское. А в этом году большой объем работы проведен для того, чтобы начать ликвидацию свалки в городе Малгобек. Там уже в республике самая большая свалка, это 28 гектар. Благодаря Мухарбеку Магомедгиреевичу большой объем работы проведен по разработке и проектной документации, и с подключением и инвесторов, людей, по возможности неравнодушных к этому вопросу. Самое главное это разработка проекта. Это сделано, получены заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию, все экспертизы сметной стоимости. Мы направили заявку в Минприроды России. По предварительной информации, скорее всего,
если все будет хорошо. Во всяком случае, все, что от нас зависит, мы сделали. Мы направили заявку со всеми документами. С 2021 года мы начнем работу по ликвидации этой свалки в городе Малгобек. Это еще 20 гектаров, получается 18,75 гектаров в прошлом году и 20 вот этих. Останется одна свалка, как раз вот в городе Карбулак. Ее мы также начнем работу по разработке проектно-сметной документации. После того, как мы ликвидируем эту свалку, уже свалки в границах городов, самые крупные, мы уже ликвидируем. А дальше у нас останется небольшой, 4-5 гектаров свалки в городе Назрань ликвидировать и 12 сельских свалок. По этим свалкам также работа ведется, но это уже будет после, более активная работа по этим свалкам будет вестись после того, как мы самые крупные уберем. Что касается вопросов сбора и транспортировки отходов, на сегодняшний день уже мы отмечаем гораздо меньше жалоб от населения по этому вопросу. То есть по вопросу несвоевременности вывоза отходов или переполнения контейнеров. В начале года мы помним, да, вот в городе Карбулак, где вы живете, тоже были там переполнение контейнеров, вопросы эти были. Но на сегодняшний день мы уже давно эти вопросы не отмечаем. Единственное, что вот эта свалка в городе Карбулак у нас проблемная сейчас считается. Но в любом случае эту проблему мы тоже решим. Пользуясь случаем, хотелось бы попросить жителей республики, не только города Карбулак, там очень много подъездов к этой свалке, она официально закрыта, но, к сожалению, бывают такие, скажем, несознательные граждане, которые заезжают туда, выбрасывают отходы. Данная свалка в ближайшее время, она уже берется на особый контроль, там будет и видеонаблюдение, там будет и любое лицо, которое будет сбрасывать туда отходы, оно будет привлекаться к административной ответственности. Просьба большая быть более правосознательным. Мы все-таки живем в одной республике, это наш дом, и наш дом надо беречь. Вот эта просьба у меня есть. Что касается, ну, это то, что касается мусора в основном. Ну, все в курсе того, что у нас сейчас ведется работа по разделению республики на 3 зоны, в которой в каждой зоне будет отобран отдельный региональный оператор, организация, которая будет осуществлять деятельность по сбору вывоза отходов. Мы считаем, что данная позиция, данная работа, она приведет к качественному улучшению экологического состояния и вопросов сбора вывоза отходов. Действительно, возможно, экосистема не справлялась с огромным объемом работы. Именно поэтому, вот эти, скажем так, мы наблюдали некоторые траблы в их работе. Поэтому это, мне кажется, я, конечно, не специалист, но мне кажется, что разделение зоны на республики на 3 зоны – это очень грамотное решение. Да, мы видим, что один региональный оператор, одному региональному оператору очень трудно справиться с республикой. То есть здесь много таких факторов, таких как даже, ну, один из факторов даже платежеспособность населения, желание людей платить за отходы. Даже в этом направлении должна вестись работа. Но одна организация, крупная, серьезная организация, она могла бы охватить население по этому вопросу. Но малое предприятие этого сделать не сможет. 3 организации, которые будут разделены на несколько зон, это уже более легко можно будет сделать. И более гибко регулировать вопросы по нему. Какая не справляется, ее можно будет уже, если не справиться, вначале, конечно, будут надзорные мероприятия, привлекать к ответственности, заставлять работать. Если не будет справляться, вот он будет лишаться статуса, и уже второй региональный оператор на год, согласно закону, сможет собирать вот эту зону, пока другой региональный оператор не будет там работать. Ну а как скоро удастся воплотить эти планы в жизнь? Ну, мы в этом году уже планируем все это запустить. Вы уже разделили, да, республику на 3 мы зоны? сейчас как раз вот как разделяем раз в территориальной схеме обращения с отходами. Это надо сделать в первую очередь. Когда мы разделим уже в территориальной схеме, есть такое, там все потоки отходов, все, что вот региональный оператор или зоны, все расписывается в этой территориальной схеме. Это огромный такой проектный документ. После этого уже мы будем уже делить, скажем так, проводить конкурсы и отбирать региональных операторов по участкам. Ну, опять же, еще у нас работа сейчас, у нас полигон почти, скажем так, ну, процентов на 70 заполнен, фактическое заполнение, а проектное заполнение уже заполнено полигон у нас. И в связи с этим сейчас ведется работа по выбору земельного участка нового для строительства нового полигона. Ну, этот полигон будет отвечать всем установленным требованиям в области охраны окружающей среды, довольно-таки дорогой объект. На данном участке будет предусмотрено и компостирование, и отходов, то есть пищевые отходы будут перерабатываться в компост.
все вот фракции, там будет сортировка отходов, все фракции, бумага, пластик, картон, металл, стекло, вот это все будет разделяться. По закону вот этого достаточно для полигона, но мы далее будем пробовать также там устанавливать объекты переработки отходов. Но на сегодняшний день у нас ведется сортировка отходов региональным оператором, ручная сортировка, скажем так. Но учитывая, что у нас нет объектов переработки отходов, все отходы вот эти, все отходы именно полезной фракции, бумага, пластик, картон, вот это все направляется в соседние регионы, либо дальше по России, где есть эти объекты переработки отходов. Хвосты, они захораниваются на полигоне. Вот у нас сейчас вопрос в том, чтобы вот помимо вот этих полезных фракций, чтобы как-то утилизировать и хвосты. Хвосты это те отходы, которые уже нельзя переработать, но из них можно в принципе сделать и компост, либо можно то, что уже не получается сделать компост, скажем так, их можно уже сжигать в топливо, то есть с получением топлива. То есть вот эти вопросы сейчас прорабатываются. Я не скажу, что это будет сделано в этом году или в следующем году, но эта работа ведется активно. Ну, приятно, что эта работа ведется, потому что очень много негатива, очень много жалоб было в сторону экосистемы, прям даже на самом деле жалко их было. Прям люди ополчились и устроили настоящую травлю. Но с другой стороны, если ты платишь, ты хочешь получить качественную услугу, людей тоже понять можно, с одной стороны. Вот еще такой момент, одна тема, которую мне хотелось бы затронуть в ходе сегодняшнего эфира, это лесовосстановительные работы. Недавно появилась информация о том, что Министерством природы было высажено 78 тысяч деревьев, это белая акация. Вот какие еще работы проводятся для лесовосстановления нашей республики? У нас в этом году было запланировано лесовосстановительные работы на площади 30 гектаров, из них Сунжский лесхоз, Виноградовский лесхоз, это территория вот этих двух лесхозов. Это там поэтапно запланировано по кварталам, но основные работы, они вот с учетом агротехнических сроков необходимо было посадить во втором квартале. В первом квартале мы чуть-чуть отстали, вот на самом деле вот с учетом вот этих ограничений, карантинов из-за коронавируса. Потом во втором квартале, несмотря на то, что были вот эти карантинные мероприятия, наши специалисты с этих двух лесничеств вышли с учетом соблюдением вот этих тех ограничительных мер, ношения масок, антисептиков, там, они справились, и то, что уже необходимо было посадить в целом за 3 месяца во втором квартале, они уже это успели сделать до 30 апреля. Поэтому, да, посажено очень много, основная масса, основные работы у нас проходили во втором квартале, конечно, еще у нас идут в третьем квартале. Это в ноябре, в октябре тоже необходимо будет, то есть в октябре, да, опять необходимо будет посадить определенное количество саженцев на территории вот этих лесничеств. Также проводились работы, приуроченные, есть такая акция была запущена с начала года, «Сад памяти», и приуроченная к 75-летию Великой Отечественной войны. Вот. Тоже эти параллельно были привязаны, приурочены к этим акциям, и в этом плане все, что мы запланировали, мы уже сделали на первый и второй квартал. То, что было запланировано, все выполнено. Это вот в рамках проекта сохранения лесов. Да. Вот еще такой момент по поводу незаконной вырубки леса. Почему такое явление имеет место быть в нашей республике? Какие причины? Причины. Как вот вы есть... наказываете вот смотрите, законодательства? На самом деле вот есть очень много информации поступает, и на самом деле есть моменты, очень много фактов незаконной рубки. Но есть инспектора, которые работают непосредственно в лесничествах у нас. В основном самое проблемное у нас лесничество — это территория лесничества Сунжского лесхоза. Да, там работы проводились. Я вам скажу,
в марте и апреле нами, несмотря вот на эти ограничения, тоже была усилена работа. Две бригады были вот чисто с центрального, то есть аппарата министерства, с контрольного отдела лесного. Было выявлено и зафиксировано фактов незаконной заготовки древесины. Все эти материалы, я вот на памяти помню, 8 материалов мы направили для принятия соответствующих мер, и в том числе для установления лиц, которые для установления лиц просто этих людей, вот этих лесорубов, их фактически поймать невозможно. Они там быстро забегают, быстро пылят, там, ну, вот такая ситуация. Мы передали вот 8 материалов, соответственно, АБЭП Суджевского РОВД вот уже возбудили административные дела и проводят работу по установлению тех лиц, которые над этим работают. То же самое на территории Суджевского лесхоза тоже 2 факта было. Тоже материалы направлены на Зрановское РОВД. Они тоже возбудили административные производства и проводят и занимаются этой работой. Ну, возможно, В дальнейшем, население да, в чувствует дальнейшем. безнаказанность. Безнаказанность, на самом деле безнаказанность чувствуется, ну, со стороны министерства. Вот мы закупили 11 единиц техники, лесопатрульную технику, Ниву купили, передали их лесничествам. Тоже, ну, работа усилена, в этом году усилена, и по нарастающей будет более жесткой форме будет проводиться работа по выявлению, по пресечению незаконных заготовок древесины. Мгм. Вы знаете, на самом деле хорошо, что выделили 11 единиц техники, потому что человек, один инспектор, которому, как правило, выделяется огромный участок, просто чисто физически не в силах Да. за весь день пройти этот участок пешком. Но это просто нереально. Знаю, что есть еще также приложение, которое называется «Наша природа», и если факт, скажем, нарушения зафиксирован гражданином нашей республики, человеком, проживающим на территории Ингушетии, да и в целом по России, он может в это приложение написать жалобу. Либо жалобу написать на сайте Министерства природы Ингушетии. Чтобы человека, который нарушает законодательство, его оштрафовали или наказали. Но у нас помимо этого приложения есть довольно-таки большой ресурс для того, чтобы принимать обращения граждан. Чаще всего наши жители пользуются там комментариями в соцсетях, да. Все эти комментарии в Инстаграм, там, где удобно, можно быстро написать, да, сказать. Вот основная масса тех обращений, которые к нам по мусору, по нарушениям поступает, это как раз поступает из социальных сетей. Все эти социальные сети нами отслеживаются, любое обращение рассматривается. Если нужно, если выявляется какое-то нарушение, без разницы, мы находимся в Магасе, если даже в Джайрахском районе, в Джайрахе выявляется на границе там с Осетией, вчера выезжали наши сотрудники как раз вот по одному из таких обращений, которые были размещены. В Facebook все обращения, которые есть, они все рассматриваются. Также у нас есть такая система инцидент менеджмент. С самого верха к нам спускаются уже вот комментарии определенные, которые мы рассматриваем. В кратчайшие сроки даем ответы на любое обращение, Но которое... ведь это же анонимные жалобы. Анонимные или не анонимные, согласно действующему законодательству, обращения рассматривать нужно. Просто ответ на них не дается, если они вот анонимные. То есть и прокуратура так считает, и мы, как надзорные органы, так считаем, что рассматривать надо любое обращение. Единственное, что мы не можем проводить там по 294 закону о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, к примеру, внеплановые проверки на основании этих обращений анонимных. Там есть определенные ограничения. Но использовать инструментарии, которые позволяют без нарушения закона проверить обращение, вот это нам нужно делать. К примеру, рейдовое обследование сделать нам никто не запрещает. Возбуждать административные производства в отношении неустановленных лиц и дальше проводить расследование нам никто не запрещает. У нас есть только запрет по анонимному обращению, это проводить неплановые проверки. Вот, согласно 294 федеральному закону. Вот, мы в любом случае каждое обращение рассматриваем.
Только вот если это официальная жалоба или обращение, вы даете, соответственно, официальный ответ. Да, если это официальная фамилия, имя, отчество, адрес, электронная почта, вот эта информация, если об обратившемся есть, в этом случае мы в течение 30 дней с момента получения этого обращения должны его рассмотреть и дать на него ответ. Если у нас не хватает времени для того, чтобы 30 дней, да, тогда уже принимаем решение, пишем ходатайство руководителю, он продлевает обращение на 1 месяц, не более 1 месяца. Ну, например, мы запросы по этому обращению направили там в органы местного самоуправления, устанавливаем виновное лицо, там вот эти проверки, если они долго проводятся. Вот, в этом случае для того, чтобы окончательный и всесторонний объективный ответ дать тому, кто к нам обратился, мы можем на 30 дней продлить, но ответ мы должны дать в любом случае. А вот с момента введения режима самоизоляции, может быть, количество обращений увеличилось, либо уменьшилось? Просто сейчас люди жалуются на то, что слишком много свободного времени появилось. И, естественно, это свободное время дает массу возможностей обращать внимание на те места или на те проблемы, которые ранее оставались без внимания. Вот, например, на тот же мусор, может быть, на какие-то другие экологические проблемы. Вот количество обращений увеличилось, Нет, они уменьшилось? уменьшились, потому что в самоизоляции люди все-таки сидят больше дома. Никто там не ездит, не ищет нарушений, там на водных объектах не бывает. Ну вот даже мы слышали, что на шашлыки даже поехали в Джейрасский район, там уже были протоколы в отношении этих лиц. Обычно люди, которые выходят из дома и там ходят по территориям, они выявляют эти нарушения и сообщают нам о них. Но в любом случае в период изоляции, в период этого карантина сотрудники Минприроды, именно вот, государственные инспекторы, они дома не сидят. Как и президент сказал, органы власти всех уровней работают. И мои сотрудники тоже, если они в кабинетах не сидят, но во всяком случае по территориям ездят. Им не обязательно для этого контактировать с людьми, а наоборот даже рядовые обследования, которые они проводят, они в обязательном порядке должны проводиться без взаимодействия с другими лицами. То есть они выезжают, выявляют нарушения, акт осмотра составляют. Вот это все делается дома, а выезжают они уже по территориям. На работу не обязательно для этого приходить. Работа у нас не останавливалась ни разу. Вот. А обращений, да, их меньше. Их меньше, потому что людей на улицах меньше. Ну, это, с одной стороны, радует, да? В основном это у нас увеличились, конечно, количество отходов, которые образуются, но они увеличились именно в домах. То есть они выносят уже мусор больше, чем раньше выносили. Ну, конечно, если раньше ты мусорил на работе, сейчас ты мусоришь дома, соответственно, и пакетов с мусором дома становится больше. Да. Ну, спасибо вам за участие в сегодняшнем эфире. К сожалению, времени у нас не осталось, но я так думаю, что все вопросы, которые мы хотели рассмотреть в ходе сегодняшнего эфира, мы рассмотрели. Спасибо вам за развернутый ответ. Еще раз поздравляю вас и всех экологов нашей республики и нашей страны с этим прекрасным праздником, Днем российского эколога. А нашим радиослушателям я напомню, что в гостях у нас сегодня были Мухарбек Пугоев, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, и Адам Баркинхоев, начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Министерства природы и экологии. Всего доброго, до новых встреч!